Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий. В студии Юрий Осипов. Полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты в Якутске. По сообщению МВД региона, потерпевшая потеряла банковскую карту, но ее пропажу, как и исчезновение денег со счета, женщина обнаружила не сразу. Когда она обратилась в банк и заблокировала все возможные операции по карте, со счета уже успели похитить деньги. Подозреваемым оказался ранее судимый за кражу 35-летний уроженец Усть-Алданского района, который нашел чужую карту на улице и совершил ряд покупок в магазинах города. В его отношении возбудили уголовное дело. Житель Хангаласского района осужден за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. По информации прокуратуры региона, 38-летний мужчина в декабре 2017 года в ходе распития спиртных напитков ударил потерпевшего табуретом в лицо. В результате мужчина скончался на месте. Подсудимый так и не признал вину, однако суд приговорил его к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. По материалам проверки прокуратуры Верхневилюйского района возбуждено уголовное дело по факту незаконного получения пособия по безработице. Местный житель был поставлен на учет в качестве безработного, а в дальнейшем трудоустроился, однако о данном в органы занятости не сообщил, продолжая получать пособие. Прокуратура района также внесла представление в адрес руководителя филиала Центра занятости в Верхневилюйском районе об устранении нарушений законодательства о занятости населения. Якутянин обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Обвиняемый в период с октября по ноябрь 2020 года, имея непогашенную судимость за незаконный оборот наркотиков, действуя в качестве закладчика в составе организованной группы, совместно с неустановленными лицами по сети интернет, осуществляющими деятельность под именем одного из интернет-магазинов, распространил путем раскладки по тайникам в Якутске партию наркотиков в крупном размере. Однако полностью их сбыть не успел ввиду задержания его сотрудниками полиции, которые изъяли у него остатки нереализованных партий наркотика. Сейчас он заключен под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы. В отношении неустановленных поставщиков наркотических средств, действовавших в сети интернет, уголовное дело выделено в отдельное производство и расследуется отдельно. Следователи возбудили уголовное дело о невыплате заработной платы работникам предприятия по эксплуатации автомобильных дорог. По данным проверки, проведенной прокуратурой с ноября 2020 по февраль 2021 года, руководством общества с ограниченной ответственностью дороги Усть-Алдана частично не выплачена заработная плата 46 работникам предприятия в размере свыше 9 миллионов рублей. Установлено, что у организации в данный период имелись деньги, которые вместо погашения возникшей задолженности по заработной плате были направлены на цели, не связанные с ее выплатой. В настоящее время в рамках расследования проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Принимаются меры по погашению возникшей задолженности. Расследование продолжается. Следователи задержали убийцу 5-летнего ребенка в Саратовской области. По информации следкома, 1 марта возле магазина в городе Вольске обнаружено тело 5-летнего мальчика. По подозрению в совершении преступления задержан 38-летний сожитель матери мальчика. В настоящее время с ним проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения. В ходе расследования следователями СК будет дана юридическая оценка действиям матери мальчика, а также сотрудников органов профилактики, в чьи полномочия входило осуществление контроля за условиями жизни семьи, в которой воспитывался ребенок. Расследование уголовного дела продолжается. Это был обзор чрезвычайных происшествий. Берегите себя и до встречи в эфире.